В чем разница между шпагой и рапирой? Что означает укол соперника? Столько всего нужно знать и уметь, будучи профессиональным фехтовальщиком. В Центре спортивной подготовки имени Риммы Баталовой проходят всероссийские соревнования по фехтованию на рапире. Рапира – это такое спортивное оружие, которое выглядит вот так. Сначала идут групповые соревнования, а потом личные зачеты. Как долго нужно тренироваться, чтобы стать профессиональным фехтовальщиком? Ну, это все, конечно, зависит от человека, но в среднем лет 10 плюс-минус, я думаю. Да. У каждого по-разному. Во сколько лет можно начать фехтование? Ну, лично я в 7 лет в спорт пришел. Я пошел в 6 лет. Ну, чтобы начать, в принципе, тебе вообще ничего не нужно будет. Ты придешь на секцию, тебе уже все дадут. Маски, рапиры, костюмы. Нужна еще будет спортивная экипировка, шорты, кроссовки. И все, в принципе. Могут ли на чемпионате попасть любители или профи, чтобы сравнить силы? Конечно, могут, но я думаю, победа за профессионалом останется тут, бесспорно. Ребятам нужно сделать 15 уколов рапиры своим соперникам, так они выходят на личные соревнования. Укол называется прикосновение. Оружие специальной курточки фехтовальщика. Далее, после этого зачета уже 5 уколов будет достаточно, чтобы определить лучшего. В 19-летнем Фимис Искандер Булатов поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета на всероссийских соревнованиях по фехтованию на рапирах среди юниоров, которые прошли в столице Башкортостана. Второе место Алексей Иванов из Москвы, а третье Павел Пузанков из Курской области, Глеб Гришко из Санкт-Петербурга. Поздравляем спортсменов и тренеров! Лучший из лучших отправится в финал. Там будет самый настоящий накал страстей. Стас Недоспасов, Булат Затерьянов. Специально для Горы новостей.